песня всегда являлась, как и у других народов, самым чутким индикатором, который реагировал на любое горе, большое событие, и как у народа, в народе, так и в личной жизни. Поэтому испокон веков слагать песни, передавать это из поколения в поколение, шлифовать эти песни и сохранять эти песни было как бы в народе уже той истиной и тем, что никогда народ этого не забывал. И здесь мне просто в силу того, что мало времени, хотелось бы сказать, что поэзия депортации, мы иногда ее называем «Кючкинчулюбну» Назмулара, иногда называем просто «Песни выселения». Но, наверное, все-таки это поэзия депортация, поэзия «Сүргүндү тайталы», «Сүргүннү жырлары», «Сүргүннү Назмулары». Birinci günden başlap yolda o cırlağını etip Aziyada da anı etmesek, aytmasak, içim küveyip de ben anı içimde koysam bu caralar beni öldürüp dediğin mağanada nazmı dağıt, cır-cırlap halk anı o bu şoğun sözünde aytıp gelgende. O cırlağını çiğip, kitapla etip, basmalaganda etip endi başlagan edi. Alanın içinde o birinci вот если это сказать, писать в стол. Многие это делали, но тот человек, который всю депортацию писал, и при этом он писал с первого дня депортации, это был Керим Сармурзаевич Атаров. Дело в том, что, хотя он всю жизнь писал эти стихи и писал в депортации, только когда в 1990 году вышла его книга «Заманна Ауаза в Нальчике», он сам умер в 1974 году, книга появилась в 1990 году. После этого эти стихи, его цикл «Журавли вернутся», издавались несколько раз. И вот теперь, сегодня, вашему вниманию будет представлен диск, первая аудиокнига в карачаево-балкарской литературе «Зурнукла Кайтарла. Журавли вернутся». И вот здесь, начиная с первого дня депортации до возвращения, все эти стихи помещены в эту аудиокнигу, и прекрасно их читает заслуженный наш диктор Ильяс Сазаев. И этот диск, есть такое, вы, наверное, знали, они часто приходят к вам, значит, фонд Керим, и совместно с Эльбрусойдом издали вот этот диск. Я думаю, вы все их получите. И будет приятно, если вы это будете читать, потому что народ без истории не может быть народом. И нам надо помнить и свою историю, и свое прошлое. И вот если вы сами послушаете эти стихи, вы убедитесь, можно писать целые трактаты, но не достучаться до сердца людей. А уже сама поэзия, которую писали люди, которые испытали это горе, увидели это все, уже совершенно доходит до человека, ибо песня, ибо стихи — это тот мост, это то, что как бы люди понимают это, сопереживают, соучаствуют и принимают это. Помимо этого, мне бы буквально несколько слов хотелось бы сказать. В силу того, что долгое время не могли это все печатать, появилось много книг, где свидетели, сами свидетели, значит, кто свои песни, кто свои воспоминания
И одной из книг, которая была издана, сегодня, к сожалению, ее нет, была книжечка, которая была издана в Карачае «Көздерімізден қан тама». И вот там впервые были помещены народные песни, которые были собраны от всех тех, кто испытал эту депортацию и написал именно в эти годы. После этого была издана книга Байрамуковой Фатимы. Вы все ее знаете. Она работает в Эльбрусуде. Бушу китаб первая на карачаевском языке, и потом в переводе на русском языке, когда сердце горит от печали, было это, значит, переведено на русский язык. Одну из книг, тоже которые по депортации, это «Сюргюн». Может, вы его читали, вот этот сборник. Тоже советую посмотреть, почитать. Здесь тоже собраны воспоминания. Это и стихи, это и песни. Следующий наш сборник, который появился, значит, у нас, это «Көчкүнчүлерне эскертмеси», значит, словесные памятники выселения. В свое время я собрала все, что было в архиве института у людей. Мне прислали тексты из Карачая, и с большим предисловием наш институт под грифом института издал эту книгу. И я хочу сказать одно, что даже в те годы это было почти под запретом, потому что когда я из архива поднимала документы, вы знаете, у нас есть, значит, такой Эфкеседа Эфенди Будайлян Хусейдин. И вот он в депортации написал целую серию тоже стихов «Көчкүнчүлерне». Это и дорога, значит, это и жизнь в Азии, это и возвращение. Но он, когда к нему пришли и записывали, он не мог сказать тогда, что эти песни сочинил он сам. И он это давал как народные. И даже были обиды вот у той же его дочери, что атамын азмуларын атамын лала деп не көстмегенсіз деп. Вы понимаете, даже просто вы уже другое поколение, они даже тогда не могли сказать, что это их стихи. И вот каково же вот этому человеку, я имею в виду Кериму Атарову, который столько лет держал это у себя в столе. И даже в 60-е, 70-е годы, когда мы уже вернулись из Азии, он готовил этот сборник, и в его, значит, архиве оглавление уже даже. И поэтому дочь, когда передавала, чтобы сдали книгу, Табаксоев Мухтар был редактором этой книги, и в книге дано так же, как он сделал сам свое оглавление. И вот эта судьба вот этого сборника «Журавли вернутся», цикл этот, как вы видите, после смерти, хотя это было издано, но все-таки стихи дошли до нас и вернулись к нам. И я думаю, здесь это написано и на аудиодиске, вот это на аудиокниге, ведь его поэзию уже в карачаево-балкарской литературе, уже вот этот цикл давно признан, значит, поэзии депортации и вошел в золотой фонд карачаево-балкарской поэзии. Кроме поэзии, вот, и стихов, и песен, мне буквально несколько слов хотелось бы сказать, чтобы вы это знали. Писали и об Светлане Алиевой, так это было. Это документальные, значит, 3 ее книги. Я думаю, вам стоит с ними познакомиться. Здесь не только о балкарцах и карачаевцах, но и о всех тех, кто были депортированы вместе с нами в эти страшные годы войны. Помимо этого, совсем недавно вышла книга
Может, вы ее и читали, Савальчиева «Балкарцы. Выселение и возвращение». Такая же книга есть и у карачаевцев. Значит, по карачаевцам написал историк, он работает в научно-исследовательском институте, к сожалению. Да, Тибуева книга, подобная этой же книге. Я думаю, что многие из вас, может, уже и знакомы с этой книгой. Все-таки советую знать эту книгу. И мне хотелось бы еще несколько слов сказать по книге «Шаматлах Этеме», которую издал Бегиев Абдуллах. Он на протяжении всей своей работы редактором журнала «Альманаха» нашего бывшего Шиоглу, значит, «Мимидау» сейчас называется, издавал и там, и вот он собрал, и это все сделал книжечкой и выпустил «Шаматлах Этеме». Я свидетельствую здесь, значит, все те, кто пережили это, и стихи, и воспоминания тоже даются в этой книге. Теперь мне хотелось бы буквально несколько слов сказать о творчестве Керима Атарова. Когда в Турции прочитали его стихи, они решили, что это обязательно надо, и чтобы наши земляки в Турции тоже познакомились с его поэзией. И турецкий ученый, литератор, значит, Адельхан Аделёглу, вы, наверное, знаете его, он перевел эту книгу, написал небольшое предисловие, но он это, значит, на турецком, и тут же дает на карачаево-балкарском языке, транслитерацию сделал, значит, на латиницу, вот наши, значит, на языке тоже поместил в этой книге. И мне буквально хотелось бы сказать, уже вот эта сама поэзия, которую вы сейчас слышали, с первого стихотворения Ачусору, когда дочка его спрашивает, за что нас выселяют. И этот человек, который, сейчас вы посмотрите фильм о нем, вернулся с фронта без одной ноги, сам был участником войны, и когда вот это происходило на его глазах, этот человек, который без содрогания не мог видеть даже слезу детскую, видел то горе и несчастье, которое происходило в этой депортации. И вы услышите его стихи, и как он это пишет, и о той же девочке Карачаевке, и девочка Чеченко. Он не только видел горе своего народа, но и всех депортированных, обездоленных людей. И вдобавок хотелось бы сказать, что у каждого народа есть свои знаковые люди. Они как бы в душе носят миниатюру своего народа, можно образы своего народа. Керим Атаров был одним из этих людей, и это человек, который даже когда пишет, вот вы почитаете, вот о депортации, это такие стихи, да и народные песни, которые без слез и сейчас нельзя петь. Тот же Семенов, значит, вы его, наверное, читали, народный поэт Исмаил Семенов. Они в своих стихах пишут так, что там не только этот репортаж как бы дается, да, вот этой депортации, а сама поэтика слова, как они подают, знание слова, подача материала. Я хочу, чтобы вы читали, ибо это написано на настоящем литературном, прекрасном карачаево-балкарском языке. Сегодня вы все здесь собрались, будет презентация фильма, вы познакомитесь более близко с биографией этого человека. Ну, а когда вы получите аудиокнигу, я думаю, вы все ее послушаете и увидите. И мы обычно у балкарцев и у карачаевцев говорят
Аннану Лукаиловна, это Аллах сгеснатмасын. Дай Бог, чтобы и вы, и ваши дети, и чтобы ни один народ, ни у нас, да и вообще во всем мире никогда не испытал и не увидел вот то все страшное, что пережил наш маленький народ. Спасибо за внимание. Этот день, конечно, для нас, для балкарцев, карачаевцев, к сожалению, такой международный день, но оказывается не праздник, а черный день получается вот балкарцам, карачаевцам тоже вот в ноябре в этом году то же самое во время праздника. Дело в том, что во время праздника выселялись горские народы Северного Кавказа. Это специально было разработано далеко до этих годов. По каждому народу первый подвергался карачаевский народ. Это удался этим кучкам авантюристам, которые руководили государством. И одним за другим народы выселялись. Конечно, это тяжело. Сегодня вам это молодежи, поколения, которые сегодня сидят. А вот я один из тех, который матери на руках, грудным ребенком был. И подвергался с деревянной колыбели, карачаево-балкарской деревянной нашей, как говорится, такой исторической колыбель, где мы все пребывали, те поколения, да и сейчас, наверное, думаю, что многие дети карачаевцев, балкарцев сейчас ағаш бешікте. Вот оттуда наше поколение, вот здесь сидят, братья наши, наверное, они тоже подвергались, то же самое. Нас перебрасывали с деревянной колыбели в черные товарные вагоны. Конечно, мы не помним всего того, что потом мы узнаем, потом расскажут нам. И к моему счастью, я вернулся, вот я оказался, к несчастью, к моему первому вагоне, первом эшелоне, и вернулся в мае, как говорится, обратно в возрождение радостное, тоже в первом вагоне. Ну, как видите, мы еще живы-здоровы, еще что-то пишем, говорим. Вот в этой книге то, что Танзиля Мусаевна сказала, собирала наши произведения, выпустила Светлана Алиевна. Здесь есть моя поэма «Илья». Это отрывок из поэмы, роман в стихах. Я работаю с 1978 года. Потихонечку до этого я писал цикл, но цензура не пропускала. Здесь вот 3 части, в одной из них вы прочтете «Так это было». У меня есть другие поэмы, которые печатались на краевых, республиканских, других республиках, в Кыргызстане, Казахстане, Турцию перевели там об этом. То, что надо писать, писатель не может не пропустить. И вот я слушаю Танзилю Мусаевну и, значит, Лидия Ахматовна, вот, очень трепетно они говорят об этом, потому что это прочувствовали они, через сердце пропустили, знают, испытали, то, что испытали старшие, все это вот. Если сегодня посмотреть вот это вот великолепное, то, что я вижу, это фундаментально редкое для наших народов близнецов братских. Я считаю, что это один народ исторический. И никогда никто нас не разделит, и мы не сможем на это пойти, да и это невозможно. Великий поэт, писатель Керим Отаров, Саран Мурзович, это действительно неповторимая личность, я бы сказал, историческая личность, как писатель, как публицист, как поэт. Это человек, который прошел неимоверные трудности через войну с оружием в руках, с пером, написал мужественные стихи, открыто, смело, искренне, то, что
он видел глазами молодого человека, возможно, пройдя через эти, он напишет очень многое. Каждое стихотворение, каждая строка этого замечательного поэта, талантливого, это история, это картина, целая, значит, картина, которую надо посматривать, каждое стихотворение имеет свою историю, потому что он писал правдиво, глядя в глаза того, чего происходило в жизни. Его книги читаешь, это очень трепетно, потому что он сам был такой человек, который вышел из высокогорного аула и оказался великолепным, талантливым, неповторимым поэтом и покорил еще до войны молодым поэтам крутые вершины гор поэзии. Спасибо ему, он как памятник, его творчество как памятник для наших народов, карачаевцев-балкарцев. И на этом, естественно, равнодушно читать эти стихи невозможно. Они очень трепетные, он каждую строку пропускал через сердце, через душу. Поэтому мужество этого человека, его эрудиция, его талант, знание людей, знание истории своего народа и любовь и верность, преданность, патриотизм большой родине России, Советскому Союзу, тогда он советский знаменитый писатель, своему народу, да и вообще преданность дружбе, это отражается в его творчестве. Я молодым человеком, совершенно первого курса студентом Карачаево-Черкесского, ныне Государственного университета имени Умара Алиева, был инициатором, общественником был тогда и внес предложение, чтобы пригласить этого талантливого человека вместе с другими поэтами, Кайсыном Кулиевым, Максим Гетуев, я помню, и кабардинский поэт Адам Шагенцуков. Вот они в Карачаевске выступали, я прекрасно помню, такой симпатичный, замечательный, как он выступал, как он читал свои стихи, какие умные слова сказал нам, молодым людям. И он подошел ко мне, говорит: ну, Азретик, расти, значит, стихи пишешь, говорят, погладил по голове и сказал очень много напутственных слов. И он любил Карачай абсолютно равнозначно, как балкарский народ. Джандетли Восун, мы его никогда не забудем, его, естественно, талант, его общественную деятельность. Это нельзя его рассматривать просто как поэта. Он государственный человек, государственная деятельность. Он был политический деятель. Он видел, как это вот выразить в своем творчестве, пропускал. Он сражался за справедливость и за возвращение наших народов. Одним из тех, который боролся, писал и добивался возвращения наших народов. Один из тех людей, который вложил всего себя и очень работал по этому поводу, очень много сделал. Я что вам хочу сказать, не забывайте, вот это то, что вам показывают, сегодня посвятили вот этому дню, это наши черные, хоть называемый черный день, но в конце туннеля всегда свет. У нас народы наши, карачайцы, балкарцы развиваются, слава Аллаху, есть замечательные сыны, дочери, продолжатели, есть великие ученые, великие талантливые поэты, писатели. И на вас очень надеемся, вы продолжите, много сделаете, а это можно сделать, когда вы будете получать хорошее образование и будете добиваться, вот как добивался всего это самое Керим Сарабузович, надо, если цель поставить и идти к этой цели, значит, обязательно вы будете добиваться. А так вот сиюминутную, как-нибудь быстро все, Аллах согласен. Вот надо отказаться от этого. Надо добиваться, сражаться за то, чтобы вы свое достойное место в жизни заняли. Мен сізге саулығыз болып сүгізде де атаңыз анаңыз айтқан алғышла жашауда көрі ұсталық талып жашауда ашқы мұратлары толсулар көп жашағыз. Милләтіңізді сүйіңіз, милләтіңізді ұмытмаңыз.
Milletimiz bizge kerekli. Milletimizni unutan günde biz kesimizni unutamiz. Milletine jirgen, atasına anasına soğuk qaragancha bolgar boluptu. O sebepten milletimizni suyuңuz, ne kişiyorsunuz milletimizni de kişi aytırıp tuldu. Kralımız ulu kralda yaşayız. Ulu kralın içinde milletimizin de sıyın namusunu çıkarabilge gerekmiz. Köp yaşadı, sağ olun. Ben 7 yıllık zamanımda atam anam da komünistli, 31. yıldan beri komünistli, atam kolxozun председателі, 2 kere, 3 kere de barıp front'a jiberigiz dep, anga goy dep, sen mında kereklisi annanisi dep, bürovla, правительствоны onuğubla mında kalıp durmanda. Şimdi köçkön degenden xapar bolmay turgallay, ertelikte kelgen dilede saat 7'de deylene bileyim. O zaman da siz de köçeriksiz degende atabız аңа төз алмағалай инсульт болып қалғанды 20-15 yılında. Sonra biz алайға барыр үшін, o meşin alağa bir 300 metr ciyaulay barga kerek edi. O Amerikalı ullu maşinalı, Studebekirli, Kirmiyeli oran biz tarih edi. Bizni ağır tebrigenimizde atabız bula anı qarındaşında 10 sabi var edi. Bek tamataları menem. Kişi bolup. Geçimdağı da 2 yıl menden tamatarak. Sonra bir jarım saatqa jıyılığız. O jarım saatqa alalğanığızını eltigiz. Alayga o meşine bolğan jerge deyle. Qarasak, o sabiçik yasırı gitçeden 2 sabiçik. Anaların koyunda turgan zamanları yürümegen bir sabi invalid. Qartanabız 15 adam bolup alayga barabız. Çük algan, bu sabi tutup turgallay nezat etken esedele bir etken bolurla. Sonra bir kıyın jerge düşkön bizde açtan kıynalıp atabız da bundan barada jatıp bargan, darı bargandan sonra da jatıp turgan 3 aydan ölüp kalgandı. Anda bergen üyleri bir bozulgan üyünü bir otoğu, eşiki terezesi bolmagan, tübünde salam salınıp 10 sabi bile 3 kart atabız da töşekte. Allah bir biz o salamın içinde jata turganbızda atabız ölüp kalgan, anısından 3 günden egeçtik mülgünd, açtan daha da 3 günden birse geçtik mülgündü. Sonra bula karalıp keterle marca deyle de ana karındaşlarım uzaktan gelip bizni keslerini katlarına ciyalla. Sonra köp durmağallay kerim de bilet de kayda yaşaganımızını ol kelek ete turat kalay bula komendanttan erkilliği alıysa da kelip boruşkan da ete xapar da ayta bizni sonra eş taptırады. Anamızga endi ol part bilet sana ne kerek tapta koy degende de oğay atarga jararak tüyüldü. Dünya bulay turmaz dep osuyat etkene de atabız. Ben sebilege köp rızkım bolup turgallay bir zat da koyalmay var ama endi sak bol bularga okurga ne de bolsun okugan etigiz. Okusağız yaşav türlönmeyamalı joktu, bu terslik kaytarılmayamalı joktu degenini aytıp ana osuyatın toltura Kerim Harip'ten, Kerim bizi Saramurzayev atabızını karındaşı, dağı da 2 karındaşı da askerde ölgün, bu da jaralı bolup kelgen, ol haldeyik. Sonra az trile kelip, okuğunu da okup andan kelgenden sonra
Мында біз оқып бошап келерге университет açıldı da Мабылайда Лида Акаевада мен де 1 жыл оқуға келіп, аны таматасы да бізді бек сүйген қарындашыбыз Михаил Чоккаевич барыбызда бір жерде жашап, бір жерде оқып, алай шықтық. Ол қиынлықла бізге өмірімізде де ұнытылық түйілділі. 8 март болғалай бізді нөгерлеріміз башқа миллетле болсынла, біз далаға қошылып тепсеген дете, жырлаған дете тұрғалыққа жүрегі біз қатқалай бүкіннің қиынлық күн көрмегенді біздің миллеті біз деген айтып, енді Қарачайланы ноябрь праздникке көчірділі, Чечелілі білінгішіланы 23 февралда көчірділі, біздің 8 мартта бірсіленді кемін майда татарларымыз атланы. Алай бола бек ұлы қиылыққа көргенділі, ке о заманда асыры термілгеннен кесі тіліміне сөйлешілге, келе-келгелі Аллай бір факультет açıldı da, Орысчада, біздіңше де сөйлешірче, бек сүйіп барып, бүгін өдері, мен ол тіліне bir tilge de teң etmegeli alay yaşayma. Tilimizni baylığı, tilimizni ilgiligi bizge anda da köp boluşkanda. Ol anda yaşagan milletle bizim tilini bilgeleri sebepli, bizim tilini anlağanımız sebepli, ol açlıktan da, жалаңаштықтан da saklagan da bizini. Endi bu күнні eskergen bolmazsa bir даже bizim cevabı buz okuna görmesin, biz körgen kıyallıkını. Allah bir sınaklıkını anı koy Malkar, Karaçay, Çeçen degen sözlü Slavarlardan da, ensiklopediyalardan da ketip kalgandılar. Meni iş edip bir kalayım başka millemeliz var mı de bittev tilledi Slavarlarda yoktu biz. Anı koy bir karşı milletlerimizden biri bulayda Qumuk Slavar var mende. 326 yılda ikinci izdanyasında da koşmagandılar bizden tilge. Bizden milletini atım. Alayda endi bu yaş adamlığa aytırığım oquz. Tilini da, bilimini de mağanası bek oldu. Andan olu ırsıkı yoktu. Mana Kerim de, endi bir karındaşımız Omar, dağı da ilmuduş ligeli poetlerimiz otarlarını Sağıt, İsmail, Lalayla da bolğandılar bizde. Barısı da ne ırsıkıdan da bilim ırsıkı ikidi degenini aytıp, bugün de üyüde savdı men, anı üyüne kirsem alayda söyleşi alğanda etmeye kalamak, ölüm top. Ol oyup ketken kitaplarını bu sokakta endi tölü ne gelse de azırak okuydu. Siz okup közünüz körgenini de kesigizini, avazınızını eşitkeninde o bir yolu mağanası vardı. Unutmağız kitaplarını. Okunu gereklisin biligiz. Ne cuğun barası da ne aklın barası da o kesin bilgenden ırsıkı yoktu adam balasına. Alayda Mabılayda Hazreti Aliyeviç bizden atamızın karındaşını bek mahtap söyleşti. Ben ana alay süngüllerin erteden de bileyim. O kitap çıkkanda Jolla degen kitap. Mabılay bir su usak bolup kum tüzlede aylanan adam sunu içkençe biz ana alay içip kimge jetmegen bolsa da alada artta alanı birbirinden alıp alay okup turgandılar. Bek oğurladan boluvçu edi. Bizge de jetip ol canınız ayağı ekit ayağı da aylanıp çubuklarına da
başka sabilege de üretip okuz degelle biz okuyan zamanda da toxtamağanlay anaytip turgandı. Okurga kerekti, okumagan sokurdu Kazım aytuvchulay. Alayda sağ boluguz. Anı sünnen Allah hürmet sözlü aytkanıgız. Bu kıyın bolum 18 Mart'ını kıyınlığına birimiz de görmeyik. Sağ boluguz. Все мы одинаковы. Кто в большей степени, кто в меньшей степени. Все тяготы решения испытали в Средней Азии. Мне было 4 года, когда выслали нас. Я помню так эпизоды, как в эшелоне ехали. Ну и вырос, в общем-то, в Средней Азии. Мне повезло, я учился в русской школе. Получил неплохое образование. Ну, у нас в семье тоже было много, 6 человек, 2 брата, 6 сестер. Слава Аллаху, мы все вернулись, живые. Конечно, никому не пожелаю того, что мы видели, ни одному народу на земле. Я думал, с годами все пройдет, но с годами наоборот, все больше вспоминаешь, больше переживаешь. Как-то в душе все это осталось. Я вам пожелаю здоровья, учитесь, вот как старшие сказали. Покажите всем, будьте примером для всех народов, будьте передовыми, любознательными, здоровыми. Я думаю, что молодое поколение нас не подведет. Спасибо. Я родилась уже в Средней Азии, и мои воспоминания, конечно, они такие очень отрывочные, но достаточно яркие. Очень хорошо помню, как вот мы там бегали все время во дворе, и дети во дворе мне говорили: вот опять к вам там пошли. А пошли это кто? Приходили все, как-то так получилось, что вся интеллигенция наша, которая была выслана, которая находилась во Фрунзе в то время, мы жили во Фрунзе, как-то они собирались, вот они были очень дружны, они были все время вместе. Ну, вот беда сплачивает людей, и поэтому на самом деле они все были разные, но у них была одна цель, к которой они стремились. И результатом вот этих общих усилий, общего вот этого движения, общих вот этих встреч явилось все-таки то, что мы вернулись назад. Я помню, как мы, ну вот эти воспоминания такие совсем детские, возвращения, вот Алим говорил, как высылали, а я помню, как мы возвращались, тоже было довольно жарко, но было очень весело, мы всю дорогу радовались. В моей жизни это, ну, больше было, наверное, вот на том этапе, да, положительных каких-то впечатлений, потому что это была радость, радость возвращения, радость, это надежды. Это сейчас я понимаю, через что они прошли, и я, конечно, уже в полной мере, наверное, осознаю это. А тогда просто как-то было радостно, и мы, вот и дети, и взрослые, мы все были вот какой-то одной такой большой сплоченной семьей. И Керим Сарамузаевич как-то вот вернулись, стала налаживаться жизнь, опять он работал в книготорге, опять там как-то собирались. Потом, ну вот, в общем, как-то он всегда объединял вокруг себя людей, ну, может быть, в силу возраста, не знаю, вот, не знаю, что было причиной этому, но его всегда волновала судьба не только балкарского народа.
он никогда не разделял Балкарию и Карачай. Я знаю, что в Карачае его очень любили, и как-то так получилось, что вот я в Карачае оказалась только в 1972 году, впервые. При том, что он все время туда ездил, и он всегда мечтал нас туда повезти. Ну вот, мечту он свою осуществил, мы за 2 года до его ухода все-таки побывали там, во всяком случае, я с сестрой, с моей старшей, с Лилией и племянником. Его всегда волновала судьба всех народов. Вот свидетельства, эти стихи, которые читают там карачаевская девочка, мальчик, чеченская девочка. То есть это, когда мы уже вернулись, я очень хорошо помню, где-то конец 60-х годов, 67-й, вот так вот, наверное, вдруг какое-то в доме волнение было. Я до сих пор не знаю вот каких-то подробностей, но я знаю, что он получил письмо от Солженицына, которое буквально на следующий там день, естественно, у него забрали. Ну, последствий каких-то не было, но я знаю, что в этом письме было написано о судьбе крымских татар, которые к тому времени еще не вернулись. И то есть вот сам факт, что все-таки он продолжал эту деятельность, говорит о том, что сердце его не успокаивалось, несмотря на то, что вот народ уже сколько лет был на месте, и в принципе в это время уже были устроены. Когда мы в 1968 году отдыхали в Коктебеле, в Крыму, он все время куда-то за ним приезжали люди, он куда-то уезжал. Ну, я уже тогда была взрослой девочкой, ну, школьницей еще, но тем не менее я поинтересовалась. Оказывается, он ездил смотреть места, которые выделили крымским татарам. Они должны были возвращаться. Ну, тогда было там принято, я не очень хорошо эту историю знаю, но было принято решение, которое, в принципе, оно не выполнилось, да. Но это был именно этот год. И я помню, что наш отдых превратился просто, он все время был в каких-то вот этих разъездах, его привозили, увозили, привозили, увозили. Это вот конец. И, ну, дальше 70-е годы. И в 1974 году, когда его не стало, да, еще минуточку, 72-й год, очень хорошо помню, 71-й даже, я уже студентка университета, здесь МГУ, он пишет стихи, и я привезла подстрочники его стихов на русский язык для Наума Коржавина. Наум Коржавин сам проявил желание и попросил, хотел перевести полностью весь сборник. И я вот привозила. Ну, было несколько встреч с Коржавиным, когда я передавала эти. Я помню, когда вышел сборник в 1972 году, знаете, они, ну вот молодежь, наверное, не знает, что такое ЛИТО, да? ЛИТО. Это такая была грозная организация, которая просто вот все резала. То есть там никаких слов. Вот Хамид говорил о том, что в словарях не было, да? А там любой намек на вот это время, он просто безжалостно исключался. И Наум Коржавин, ну, он блестящий переводчик, и как-то ему удавалось, они как дети радовались, когда некоторые стихи удавалось протащить. Я помню очень хорошо эту встречу, она была в Москве, как раз и Кирилл Сарбузович был здесь, мы встречались у Коржавина, и ну вот просто дети, они были уже взрослые люди, но это такая радость была. Там всего 3 стихотворения, которые удалось продать. Вот, и они говорят, Коржавин больше говорил, ой, вот как мы все-таки их обхитрили, обманули, они вышли. В 1972 году вышел сборник «Дороги утра» на русском языке. Была подготовлена рецензия в газете, литературной газете, в «Литературной России». Вот, тираж вышел. И Коржавин уехал за границу, тираж весь изъяли. Конечно, это был удар, довольно тяжело он это переживал. Вот. И в 1974 году, вот я подошла к главному вопросу. В 1974 году, когда, ну это был конец, то есть октябрь, уже конец года,
спустя где-то, наверное, ну, может быть, месяца 3-4, а может быть, даже и больше, я уже не помню сейчас, когда я смогла только вот приблизиться к архивам, которые очень тяжело было брать, подходить к столу. Ну, вот Хамид знает, что стол до сих пор в том же самом виде, как он был при нем. Я стала перебирать его папки. Я уже окончила университет к тому времени, уже поступала в аспирантуру. И вы представляете, вот это 74-й год, когда еще, ну, так далеко было до решения всех вот этих, снятия запретов на упоминание, в столе лежит вот такая папка в 3 экземплярах, отпечатанный, им на машинке, цикл. Правда, он назывался Кёчкюнчуриктен. Вот рукой его подписано было, полностью цикл, с оглавлениями, в 3 экземплярах, вот как будто человек приготовил вот отнести в издательство. Ну, в таком виде относилось это. Сегодня я поражаюсь, это как он верил, насколько он верил в то, что эта поэзия увидит свет. Это даже держать, это нельзя было тогда писать, это нельзя было держать. А это все это лежало у него не спрятано, не где-то там, а просто как будто вот он завтра должен был это отнести. Вот эта его вера, конечно, он был человек удивительный. С одной стороны, очень мягкий, очень добрый, очень нежный, с другой стороны, очень мужественный, очень сильный. Сильный борец, человек, который, несмотря вот на свое физическое состояние, никогда не оставался в стороне, везде принимал участие и был в строю всегда. И вот этот цикл, вот уже дальше Танзиля сказала, что в 90-м году он впервые был опубликован вот в том же порядке, в том же виде, просто вот название одного из стихотворений, которое входило, вот, так сказать, оно приобрело название. И дальше, ну, пошло так по жизни. Еще раз огромная благодарность всем, кто сегодня здесь присутствует, вот всем, кто приобщился. Я надеюсь, что вы будете как-то читать, слышать. Сегодня уже жизнь движется, уже мало читают, больше слушают. Поэтому мы это тоже учли. Так что спасибо огромное.